Добрый день! Мы рады вас приветствовать в Комреспубликанском институте развития образования. Сегодня традиционно в завершении декабря мы проводим республиканское родительское онлайн-собрание, которое посвящено очень важной теме. Мы сегодня будем вместе с вами, уважаемые наши родители, говорить о безопасности наших детей. Но самое важное, что, конечно, мы все понимаем, что новогодние праздники, которые проходят именно в зимний период, они связаны с активностями. Да, это праздник, и мы очень надеемся, что вы вместе с своими детьми уже запланировали очень интересные события, которые останутся в памяти ваших детей. Праздник всегда, конечно, связан с радостью. Особенно, когда мы говорим о Новом Годе, о Рождестве. Но наша тема сегодня связана не только с тем, что мы с вами говорим о праздниках, а прежде всего мы говорим сегодня именно о том, как создать безопасные условия. Эти условия создаются, конечно, в образовательных организациях. Но, уважаемые родители, именно сегодня в рамках онлайн-родительского собрания мы будем говорить именно о том, каким образом вы, уважаемые родители, можете создать эти условия в вашей семье, создать их именно благодаря вашим знаниям и той компетенции, которая позволяет вам быть ответственными родителями. Да, сегодня мы понимаем, что надо не только знать о безопасности, надо не только о ней помнить, но надо соблюдать меры безопасности. И мы очень рады, что в нашей онлайн-студии, уважаемые коллеги, сегодня присутствуют представители Главного управления МЧС России по Республике Коми, представители МВД, представители, уважаемые коллеги, Института развития образования. И к нам присоединится сегодня ответственный секретарь КПДН Республики Коми. И вот, конечно, такое экспертное сообщество, которое сегодня присутствует на родительском собрании, позволяет нам с вами открыто и честно обсудить вопросы, связанные с безопасностью. Уважаемые родители, у вас сегодня будет уникальная возможность задавать вопросы. Да, эти вопросы можно задавать в чате, потому что мы сегодня говорим и об использовании пиротехники. Мы говорим сегодня об опасности на дорогах перед новогодними праздниками и во время новогодних каникул. Мы говорим сегодня о безопасных каникулах именно в контексте ответственного родительства. И, конечно, мы сегодня в завершении собрания, каждый родитель, получим полезные советы от комиссии по делам несовершеннолетних Республики Коми. Но начну я наше собрание с напоминания о очень важной дате. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, сегодня в Российской Федерации профессиональный праздник. Сегодня мы все отмечаем День спасателя. И, конечно, от лица Института развития образования, от всего нашего коллектива, от всей отрасли системы образования, позвольте вас поблагодарить за то сопровождение нашей системы, которое, конечно, именно благодаря вам определяется именно как безопасное пространство. Пространство радости. Спасибо. И счастья. И, конечно, мы понимаем, что выбор профессии спасателя — это выбор, который определяется именно еще и личными качествами, потому что эта профессия связана с особыми рисками. И отдать свою судьбу определить, да, отдать свою жизнь ради спасения наших детей, взрослых, конечно, это особая миссия. Поэтому, уважаемые наши коллеги, вместе с нами сегодня Михаил Вячеславович, Василий Ивлевич. Поэтому очень рада, что вы вместе с нами в этот профессиональный праздник
И благодарим вас за то, что вы нашли возможность нашим родителям именно в этот день рассказать о тех условиях, которые должны быть созданы. Уважаемые коллеги, уважаемые наши родители, День спасателя, профессиональный праздник. Поэтому слова благодарности, конечно, в адрес наших партнеров, наших коллег от всей системы образования. Но мы начинаем, уважаемые наши родители. Конечно, очень важно, что в течение этого часа вы будете активными, не только слушателями, но вы будете активно обсуждать данные вопросы вместе с нашими коллегами. Профессиональную модерацию сегодня будет вести Бадаева Лариса Владимировна, которая является старшим методистом комплекса Республиканского института развития образования. Это федеральный, республиканский эксперт в вопросах воспитания, в вопросах безопасности. Поэтому профессиональное модерирование, оно сегодня тоже определяет и логику проведения родительского собрания. Лариса Владимировна, вам слово. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые родители. И, наверное, чтобы мы не терять время, почему? Потому что понимаем, что у наших спасателей сегодня праздник, долго их мы задерживать не будем. И сразу приступим к рассмотрению важного вопроса. Начнем, наверное, с вас, Михаил Вячеславович, по поводу того, что с правил пожарной безопасности, да, во-первых, хотим поговорить с вами, о правилах безопасности при использовании пиротехнических средств. Обязательно, да, хочу, чтобы вы в своем выступлении отметили. Скажите, пожалуйста, чему следует учить ребенка, когда возникает пожар, как ему действовать? На это родители должны тоже обращать внимание, обучать их они должны. Ну, в общем, слово вам, Михаил Вячеславович. Спасибо, Лариса Владимировна. Большое спасибо за поздравления. Действительно, сегодня такой символичный день, да, и мы проводим с вами такое важное мероприятие. Фактически оно у нас не от случая к случаю, а является уже традиционным за последние, ну, если я помню, 10 лет. Да. Поэтому всем еще раз добрый день, всем участникам нашего родительского собрания. Хотел бы отметить следующее. Если вот мы возьмем статистику, то за 10 лет у нас на территории республики произошло 26 пожаров, на которых погибло 33 ребенка. А если мы говорим о травмировании, это более 70 детей. Это цифры достаточно впечатляющие. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим про текущий год, который еще не завершился, от пожаров травм получили 4 несовершеннолетних. То есть фактически, как мы видим, опять же, обращаясь к статистике, это больше, чем в прошлом году, 4 раза. То есть в прошлом году было 1, в году 4. При пожарах спасено эвакуировано 55 детей. Опять же, о чем это говорит? Значит, была угроза конкретному ребенку. А это значит, прежде всего, слабое внимание родителей к той или иной проблематике. Резонансный случай с получением ребенка травмы при пожаре, опять же, которая реально существовала, произошел 10 ноября в городе Печора. Опять же, в автомобиле, без присмотра, оставил малолетнего ребенка. В процессе, там, скажем, небольшого времени произошел пожар именно в салоне автомобиля. И только благодаря бдительности прохожих, своевременной оказанной помощи спасательной, ребенок был спасен. Тем не менее, в любом случае он травмировался. Да? В текущем году, опять же, по причине детской шалости пришло 15 пожаров. Опять же, это тоже проблематика. То есть, когда мы, как взрослые, достойного внимания не уделяем поведению наших детей, в результате которых не только был причинен материальный ущерб, но и вред жизни и здоровью людей. То есть ребенок фактически явился причиной получения, в том числе, травм взрослым. Ну, опять же, если мы говорим в целом вот по году, да, то, конечно, шалость детей в основном она не только, там, как мы говорим, дома, да, в квартире, в жилом доме, но и на открытых пространствах.
Вот любовь детей к чему-то новому, да, всегда попытка самостоятельно получить какой-то опыт, даже негативный, ну, к сожалению, приводит к тому, что мы наблюдаем значительные площади ландшафтных пожаров, это сухая трава, это, опять же, лесные пожары, возникающие вследствие их шалости. Ну, вот, опять же, приведу несколько примеров. 30 апреля в Устюгском районе в деревне Юль в частном жилом доме по причине детской шалости с огнем произошел пожар, в результате которого погибла женщина 89 года рождения. Пока мама спала, ребенок в возрасте 3 лет, еще раз вот, обращаю это внимание, это малолетние дети, нашел зажигалку у отца, видимо, да, или у, может быть, кого-то из родителей, и поджег матрас. Ну, соответственно, вот, сама женщина, мать, эвакуировала из горящего дома детей 6, 5 и 3-летних. Однако сама уже выйти из задымленного помещения не смогла. 13 июня в квартале 773 Пижемского участкового лесничества, это Усылимское лесничество, по причине детской шалости с огнем подростка 13 лет произошел лесной пожар на площади, потом, опять же, с возрастом до 35 га. И только 15 июня, то есть фактически 2 суток, боролись с огнем, он был ликвидирован. Ну и, соответственно, материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. Ну, опять же, о чем мы говорим? О том, что есть такая проблематика, когда дети представлены сами себе, когда родители не обращают внимания на те занятия, когда не проводят с ними соответствующую работу, уже родительскую работу в данном случае, да. Дети, к сожалению, совершают вот такие поступки, которые приводят к трагическим последствиям. Ну, опять же, что, если мы будем говорить сегодня у нас холодно в республике. Все мы понимаем, что зимний сезон не оставляет нам шансов, да? Но тем не менее мы, опять же, приходим к чему? Что пожары, вот именно причины пожаров, они уже возникают по другим причинам. Да? Это и отопительные приборы, это те же печи. Зачастую родители, ну, в силу, может быть, занятости или иных других причин, доверяют растапливать печь малолетним, подросткам, соответственно, и ну, которые, опять же, в силу возраста не могут реально оценить те угрозы, которые связаны так, с использованием открытого огня, ну и в целом эксплуатацией отопительных приборов. Соответственно, тоже эти угрозы существуют на сегодня. И я бы родителей все-таки нацеливал именно на то, чтобы не доверять детям. Это в общем-то, и запрещено правилами противопожарного режима Российской Федерации. Ну и в то же время это все-таки мы должны понимать, что это все-таки ребенок, и у него абсолютно другие реакции, другие навыки и другой опыт. Опять же, самостоятельное распоряжение детьми в течение новогодних, рождественских праздников тоже приносит свои негативные результаты. И опять же, понятно, что сейчас очень много рекламы, в том числе на интернет-ресурсах, по приобретению и запуску пиротехники. Естественно, всевозможными способами дети пытаются достигнуть желаемого, где-то прикупить эту пиротехнику и использовать ее на каких-то пространствах. В основном это в черте города или населенного пункта. И опять же, без присмотра взрослых, ну и к чему это приводит? К неправильному использованию, опять же, травмированию, опять же, к возникновению пожаров. Все вы знаете, что огневой эффект, это, в чем он заключается? И это искры, это пламя, это температура. Соответственно, попадая на горючие конструкции, ну, происходит их возгорание и, соответственно, пожар. К сожалению, у нас такие случаи ежегодно бывают, и когда дети, опять же, самостоятельно, без взрослых, пиротехнику используют, и бывает попадает и на балконы гражданам, бывает попадает и на объекты различного назначения. В связи с чем прошу родителей еще раз обращать на это внимание, не только не допускать игры шалости детей с огнем, но и с пиротехникой в том числе. Что бы еще хотел отметить? Да, у нас на сегодня действуют правила противопожарного режима в Российской Федерации. Все мы
мы о них знаем, они все находятся абсолютно в открытых, общедоступных источниках. И в любом случае правилами, опять же, предусмотрено определенные ограничения и при запуске пиротехники. Мы не должны их использовать в пределах жилой застройки, как минимум в пределах ближе 50 метров. Это я говорю про обычную бытовую пиротехнику, которая продается в специализированных магазинах. Но и кроме того, уже на протяжении, наверное, многих лет и мы в средствах массовой информации акцентируем внимание граждан Республики Коми на том факте, что пиротехника должна использоваться только на тех площадках, которые официально установлены органами местного самоуправления именно для запуска пиротехники. У нас, к сожалению, опять же, несмотря на то, что мы вот работаем совместно с органами внутренних дел достаточно плотно, но, к сожалению, не все придерживаются этих правил и далеко, как говорится, от дома отходить не хотят. Все хотят быстро, все хотят с шумом, а может быть даже и с некоторым усилительным эффектом от алкоголя. Все это сделать вблизи дома или многоквартирного жилого дома, или частного жилого дома. Опять же, обращаю на это внимание. Не позволяйте нарушать требования пожарной безопасности и другим, и самому себе прежде всего. Дети на вас смотрят. Они берут этот опыт, уже используя этот опыт уже в дальнейшем. А потом мы начинаем говорить, что это неправильно, это преследуется по закону, а граждане уже потом нас не понимают. Ну как же, мы же с детства так все это делаем. Это неправильно. Ну и еще один момент, опять же, на что хотел обратить внимание, опять же, по пиротехнике, ну, насколько вы акцентировали, опять же, это внимание. В каждом магазине, который торгует пиротехникой, это в основном специализированные магазины, всегда имеется правило использования пиротехники. Всегда. Кроме того, на упаковке также указан порядок использования. Пожалуйста, уважаемые родители, придерживайтесь этого порядка. Не надо ничего выдумывать, не надо травмироваться самим от неправильного использования и травмировать своих детей. Это действительно несет в себе определенную опасность, но лишь в том случае, когда вы используете эти пиротехнические изделия вне установленным требованиям. То есть вот такие угрозы у нас сегодня существуют. Кроме того, хотел бы опять же обратить внимание, что у нас идет достаточно долгое время, уже многолетняя пропаганда, в том числе не только безопасного поведения, да, но и правильного поведения в случае возникновения пожара. Вот вы опять же этому уделили особое внимание. Действительно, в силу малолетнего возраста, вы все знаете, и в литературе читали, дети, боясь огня, боясь дыма, а иногда и по другим причинам, в основном прячутся от него. Куда прячутся? Под кровать, под стол. Открывают, скажем, шкаф, закрываются там и так далее. Естественно, вот это может быть все связано с психологическим какой-то боязнью, ну и в то же время как бы скрыться от этой угрозы, да. Понятно, что и детей необходимо тоже обучать с малолетнего возраста. Да, мы большую пропаганду в этом плане осуществляем. Да, мы знаем, что есть масса методических пособий на уровне Министерства образования в различных образовательных учреждениях, когда детям на каких-то примерах, да, все-таки прививают вот правильное поведение при угрозе того же пожара. Но вот тем не менее, все-таки первый учитель, скажем так, да, это родитель. И на сегодня он должен правильно доносить до ребенка, как действовать в случае возникновения пожара. Ни в коем случае не пугаться. Это покинуть помещение, которое задымлено. Это, конечно же, сообщить взрослым и выйти непосредственно на улицу. Все остальное за него сделают взрослые. Ну, а, соответственно, мы, как профессионалы пожарного дела, соответственно, примем меры уже к ликвидации тех последствий, которые, к которым привели те или иные там шалости. Это однозначно. И причем мы в этом плане настаиваем и на том, что
вот сама ситуация связана с угрозой возникновения пожара, либо когда он уже вошел в какую-то стадию, да, развития, естественно, она может возникнуть на любом объекте. Неважно, был он там виновником, был он там участником, это абсолютно не важно. Но мы в данном случае говорим, чтобы ребенок, он прежде всего действовал в соответствии с теми, скажем так, позициями, которыми ему научили. А это, опять же, своевременно покинуть помещение по эвакуационным выходам. Это своевременно сообщить взрослым. В случае наличия телефона, соответственно, сообщить о пожаре в пожарную охрану. Ничего сложного в этом нет. Дети сейчас гораздо даже умнее, чем мы, именно в использовании новомодных гаджетов. Поэтому я думаю, что они могут сообщить еще быстрее, раза в 10, чем мы, пожарную охрану, о случившемся. Поэтому на этом тоже обращаю внимание. Ну и, конечно же, хотел бы отметить на ответственности родителей за те правонарушения, которые совершают. Я думаю, что мои коллеги больше, может, там коснуться этого вопроса, но тем не менее мы всегда передаем материалы, когда в ходе проверки по делам о пожарах мы все-таки устанавливаем лицо, и это лицо несовершеннолетнее, то, конечно, мы взаимодействуем очень плотно и с комиссией по делам несовершеннолетних, ну и, соответственно, с нашими коллегами из... Ну, это как минимум. С ними мы вообще в каждом городе, районе очень плотно общаемся и в плане профилактики правонарушений у несовершеннолетних. Ну и, конечно же, информируем их о вот таких случаях. Ну, а, соответственно, ну, сами понимаете, что никому бы не хотелось, а тем более в Новый год, да, испортить какую-то жизнь. Чтобы не омрачилось. Да. Ну, вот, наверное, на таких вот моментах я бы хотел, наверное, и закончить. Может быть, будет, конечно, интересно для наших слушателей, что мы вот для детей, не для детей, а для родителей все-таки, в том числе, сообщаем информацию, что в помещениях, именно в жилых помещениях, каждый гражданин может иметь извещатели пожарные дымовые. Они работают у нас на батарейке Крона такого типа. Стоит они немного, где-то в пределах, ну, наверное, до 300 рублей. Устанавливаются в основном в жилых помещениях на потолке. И в случае задымления в помещениях срабатывает такой очень слышимый тонированный сигнал, который позволяет даже в случае, если вы спите, проснуться и своевременно покинуть задымленное помещение. Это очень важно. Я скажу вам даже больше. Вот за последний год мы фактически имели два случая, когда срабатывали такие извещатели, в том числе в многодетных семьях, и когда родители могли эвакуировать детей. И никто не пострадал. Но действительно два таких вот реальных живых случая в Усть-Куломском районе, в Усть-Илимском районе, именно действительно в жилых, именно в частном жилье. И это спасает не только имущество, что может быть, конечно, главное, но не самое. Самое главное, что это спасает жизни детей. Людей, детей. Это небольшое техническое устройство, которое возможно и приобрести, и установить в своих жилых помещениях. Вот, наверное, и все. Ну, а в наступающем новом году, конечно же, хочу пожелать всем исполнения всех намеченных планов, быть здоровыми и соблюдать требования пожарной безопасности. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Вячеславович. Михаил Вячеславович, вот просто интерес мой, смотрю, вопросы нам родители не задают, а у нас пожары все-таки в Республике Коми где больше возникают, в городской или в сельской местности? Вы знаете, где-то примерно на равных идут и городская, и сельская местность. Я бы даже в этом плане не делил, а все-таки больше бы отметил, что у нас, к сожалению, случаев именно пожаров от детской шалости разительно меньше не становится. И, к сожалению, тут, ну, все мы вот помним о Красном Затоне, да, вот был такой случай, когда от детской шалости детей загорелись надворные постройки, и только благодаря вот действительно таким быстрым усилиям, да, неимоверным все-таки пожарных,
удалось отстоять и жилье, и многоквартирное жилье. Вот такие случаи, опять же, говорят о чем? Ну, понятно, что где-то за детьми не уследили, но в то же время, опять же, не проходите мимо, когда вы видите, что дети балуются с огнем. У нас, в общем-то, не запрещено по закону обратиться в компетентные органы и сообщить о случившемся, да, ну и, по крайней мере, выразить свою гражданскую позицию тем гражданам, которые, ну, действительно нарушают требования. Ничего в этом страшного нет. Конечно, никто не говорит, что надо применять какие-то усилия, но словом, скажем так, по крайней мере, ограничить да, детей от таких вот противоправных действий, а это прежде всего противоправные действия, я думаю, возможно. А вот о правилах безопасности, с какого возраста с детьми все-таки стоит начинать разговаривать? Вообще, понимаете, разговаривать можно с любого возраста, в моем понимании. Просто вы, вот как профессионал, да, именно понимая, насколько по тому или иному возрасту детей можно воспринимать информацию, и какая это должна быть информация, это вот как раз таки наша нынешняя работа с Министерством образования. Все вы знаете, что у нас уже порядка 2 лет назад принято постановление правительства Республики Коми. Оно касается целого комплекса работ, связанных с обучением мерам пожарной безопасности, с противопожарным инструктажом, ну и так далее. Но, к сожалению, мы на сегодня, исходя из тех, скажем так, программных моментов, которые существуют и ГОСТов, да, которые существуют в Российской Федерации, мы вот сейчас вот думаем именно, как можно воздействовать, ну, совместно, опять же, да, вы со своей стороны как профессионал, как можно воздействовать на сознание конкретного по возрасту ребенка для того, чтобы правильно ему довести эту информацию, чтобы он мог ее правильно воспринять. Развивать критическое мышление. Может быть и так, может быть и так. Да, вы в этом плане более подкованы. Поэтому... Спасибо большое, Михаил Вячеславович, за ваше выступление. У нас есть вопрос от родителей. Так. Вы рассказывали о датчиках и спрашивают, это датчики при задымлении дают сигнал? Вот, насколько я вижу, Майя Мещерова, да? Правильно. Да, это ее вопрос. Да, спасибо за вопрос. Да, ну, вообще, я вам скажу, что это правильно, наверное, их назвать не датчиками, а все-таки извещателями пожарными дымовыми, автономными прежде всего. Они действительно дают такой тонированный сигнал, достаточно подобранный по герцовке, для того, чтобы любой человек его смог услышать. Он и по тональности, и по уровню звука подобран в соответствии с национальными стандартами. Вы, опять же, можете абсолютно самостоятельно, в том числе, ознакомиться с информацией из источников, ну, которые в интернет у нас в поле, да, расположены. В общем-то, там все сейчас доступно и объективно написано, указано, какие они бывают, фактически как их установить, как их использовать. Никаких проблем нет, техническое устройство несложно, а использовать его у себя, я думаю, даже нужно. Ну, по крайней мере, я у себя его использую. А вот даже пишут, да, я как раз хотела бы такой дома установить. Поэтому мы понимаем, что можно найти в интернете стыкари, да, конечно, во всех городах, конечно. в Воркуте, я думаю, что местности можно их приобрести. Да, сейчас вот магазины специализированные именно в том числе на вот таких предметах обеспечения безопасности. И у нас в городе есть, и в других городах республики. Ну, я уже не говорю про интернет-магазины, да, которых сейчас великое множество. Никаких в этом проблем нет. Пожалуйста. Если вдруг какие-то вопросы, я еще раз всем говорю, что у нас в каждом городе и районе Республики Коми имеются отделы и отделения надзорной деятельности и профработы, информацию о которых вы можете найти на нашем сайте, соответственно, Главного управления, и на наших интернет-страничках. Спасибо большое, Михаил Вячеславович. Спасибо большое, уважаемые родители, за ваши вопросы. Ждем дальше от вас также интересующих вас вопросов. Так, мы переходим к следующей теме. И мы уже затронем, наверное, безопасность на водных объектах.
Дети ведь очень любят играть и в снежки, и кататься на коньках, играть в хоккей на тех водоемах, где, к сожалению, увы, нельзя этим заниматься. Вы знаете, готовясь к нашему родительскому собранию, с интернета я нашла вот такую информацию. 21 октября в Забайкале школьники на коньках утонули, провалившись под лед 10-12 лет. 14 ноября двое детей провалились под лед и утонули в Челябинской области. Школьники гуляли одни по водоемам. 19 ноября 2021 года в Владимирской области тела двух мальчиков и девочки нашли на берегу водоема в возрасте 8 и 9 лет с признаками утопления. В подмосковном Серпухове 4 декабря двое подростков провалились под лед. В Ростовской области 9-летний школьник шел к маме на работу и погиб, провалившись под лед. Сообщили о несчастном случае 23 декабря на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области. И вот буквально 9 часов назад выложена была информация о том, что в сети интернет, что в Кировоградской области Украины двое детей провалились под лед и утонули. Поэтому, Василий Олегович, пожалуйста, к вам вопрос. Эта тема актуальна для нашей республики Коми? Бывали ли такие случаи и имеются ли в наличии такие случаи, когда дети уходят под лед в реках, наших водоемах нашей республики? Спасибо. Добрый день, уважаемые участники собрания. Да, в Республике Коми ежегодно, особенно в этом году, в 2021 году, обстановка осталась напряженной. Увеличением количества происшествий на 15%, увеличением количества погибших на 2,4%, увеличением гибели детей на 50%. То есть в 2021 году только по Республике Коми зафиксировано 9 случаев утопления. Спасено 12 детей. В прошлом году было спасено 10 детей. Уважаемые родители, не стоит забывать, что в зимнее время существует реальная опасность во время пребывания людей на льду. Это связано и с возможностью падения человека и получения травмы. Неожиданное проламывание льда, попадание в холодную воду или под лед, в прорубь или в полынью. Толщина льда даже на одном водоеме не всегда одинакова. Тонкий лед находится у берегов, в районе перекатов, в местах слияния рек, где текут ручьи, на изгибах, излучинах, около вмерзших предметов, подземных источниках, местах слива водоема теплых вод. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляет собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты слоем снегом. Этот лед проламывается, если наступить на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. Для одного человека безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров, но это прозрачного синеватым оттенком. Чтобы обезопасить детей от несчастных случаев, необходимо знать и выполнять следующие правила. Первое правило – не допускать выхода на лед. Помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду. Не допускать катаний на санках, либо ватрушках с горки, где можно докатиться до водоема. Никогда нельзя проверять прочность льда ударами ноги. Выходить, либо переходить лед, водный объект разрешается только по специализированным ледовым переправам. Хочу привести пример из Республики Коми о утоплении ребенка 20 часов 10 ноября 2021 года поступило сообщение на телефон ЕДДС, что в границах села Вашгард на озере Попты утонула девочка 2017 года рождения. Она пошла погулять к озеру, расположенному в границах села Вашгард. Возле озера есть беседка, где сидели две девочки 8 и 9 лет. Со слов девочек, звали девочку Дарья, пошла к озеру и зашла на трап, который сооружен жителями для полоскания белья. Трап был скользкий из-за морозов. Девочка поскользнулась и упала в воду.
Девочки ничем не смогли ей помочь, побежали звать на помощь. Пока пришла помощь, девочка утонула. Тело извлекли из воды. Еще один случай. 15 марта 2021 года, около 18 часов, на реке Воч, деревня Верхний Воч, утонул мальчик в возрасте 2 лет. При очевидных обстоятельствах отец взял мальчика с собой на снегоходе «Буран» для поездки за водой к месту общего забора воды населением деревни Верхний Воч. Пока отец набирал воду, мальчик гулял по льду и по недосмотру со стороны отца упал в прорыв. Течение воды на данном участке было незначительное. Тело вытащили из воды на следующий день в 9 часов утра. Основными причинами гибели людей на водных объектах являются безнадзорность детей у воды, халатность родителей и несоблюдение правил безопасного поведения на воде. В летнее время купание в необорудованных и запрещенных местах, где отсутствуют спасатели и не обеспечено наблюдение за купающимися. Бывают ситуации, когда необходима ваша помощь. В частности, в зимнее время, если вы увидели, что человек провалился, в первую очередь обязательно необходимо сообщить пострадавшему, что вы идете на помощь. Это придаст ему больше уверенности и сил, а также вселит надежду и спасение. Если беда произошла недалеко от берега, и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, длинную палку, шарф. Если беда произошла дальше от берега, нужно выйти, и есть необходимость выйти на лед, то к пострадавшему нужно подползти, затем подать также веревку, либо вытащить за одежду. Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, щит. Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает и в любую минуту может погрузиться в воду. После извлечения из холодной воды необходимо пострадавшего отогреть. Горячий чай, обтирание, сухую одежду. Не рекомендуется давать спиртные напитки. В принципе, у меня все. Если есть вопросы. Спасибо большое. Я так понимаю, что все-таки в нашей республике случаются такие нехорошие случаи, да, и причина все-таки, опять же, получается в том, что родители не досмотрели. Недосмотра, да. Ну вот мы еще вернемся к этой теме. Почему? Потому что не зря мы пригласили сотрудников отделения по делам несовершеннолетних и поговорим как раз об ответственности родительства, ответственное родительство, безопасные каникулы. Но мы продолжим нашу тему, и, наверное, вам, уважаемые родители, в период новогодних каникул важно обеспечить максимальную безопасность на дорогах. Из-за неблагоприятных погодных условий, снега, гололеда, пониженной температуры воздуха, в особую, как бы сказать, группу риска, наверное, попадают прежде всего малолетние пешеходы и несовершеннолетние пассажиры транспортных средств. Вот поговорим об ответственности, соблюдении основных правил, которые помогут избежать в это время травм, начиная от соблюдения, наверное, перевозки детей в автомобиле, обеспечения детей, и не только детей, но и родителей в том числе, светоотражающими элементами. В общем, давайте послушаем простые требования. Для каждого участника дорожного движения можно сделать безопасным не только именно в новогодние праздники, да, а, наверное, на каждый день. Вы со мной согласитесь, Мария Николаевна? Абсолютно. Вот поэтому я предоставляю слово Марии Николаевне, которая нам расскажет, что же мы, взрослые, делаем с вами не так, почему у нас дети попадают в неприятные ситуации на дорогах. Мария Николаевна, вам слово. Добрый вечер, уважаемые участники родительского собрания. Полностью соглашусь с Ларисой Владимировной, что современное общество немыслимо без автомобилей. Специально для сегодняшнего заседания мы посмотрели количество
транспорта, которые в Республике Коми появляются, вернее, ставятся на учет ежегодно. Эта цифра составила 3500. То есть меньше автотранспорта на дорогах нашей республики не станет. Согласно статистике, также аварийность за последние 5 лет с участием детей в возрасте до 16 лет в Республике Коми снизилась на 27%. Количество раненых сократилось на 30%. Тем не менее, несмотря на положительную тенденцию, проблема детского травматизма на дорогах остается достаточно острой. И решить ее мы сможем только в том случае, если объединим усилия как сотрудников госавтоинспекции, педагогов, так и вас, родителей. За 11 месяцев текущего года на дорогах Республики Коми произошло 106 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых 1 ребенок погиб и 114 различных тяжести. Около 75% ДТП с участием детей происходит по вине взрослых участников дорожного движения. В половине случаев пострадавшими являются дети-пассажиры. Это категория участников дорожного движения, которые являются наиболее уязвимыми, потому что именно они никак не могут повлиять на то, каким образом складывается дорожная обстановка. И тем более не могут предотвратить аварию. С начала года 48 несовершеннолетних пострадали в качестве пассажиров транспортных средств, из которых 1 ребенок погиб. Основной причиной гибели детей в дорожных авариях является неиспользование водителем ремней безопасности, детских удерживающих устройств, а также грубые нарушения правил дорожного движения, такие как выезд на полосу встречного движения на участках дорог, где это запрещено, и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По поводу правил перевозки детей. С 2013 года в КоА были внесены изменения. Также были изменения внесены в правила дорожного движения о том, что все дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться в транспортные средства с использованием детских удерживающих устройств, независимо от того, где они находятся, на переднем или задних пассажирских сиденьях. Все это связано с тем, что организм ребенка до 7 лет, в том числе рост и вес ребенка, меньше, чем штатный ремень безопасности. И ремень безопасности в таком случае, в случае удара лобового или бокового, может нанести больше травм. Возраст детей от 7 до 11 лет включительно позволяет ребенка перевозить с ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. На переднем пассажирском это обязательно детское удерживающее устройство. Хочется сказать, что наше законодательство, наверное, либерально в этом плане, потому что если взять в пример западные страны, то возраст применения детских удерживающих устройств там, до 14 лет в обязательном порядке. Причем страны Скандинавии пошли дальше, и там используются детские удерживающие устройства, особенно для детей до 2 лет, чуть ли не с гидроусилителем, когда происходит удар, кресло автоматически перемещается для того, чтобы не повредить, вследствие удара не было повреждений шейного и грудных отделов позвоночника. К этому, наверное, мы еще придем. Что может сделать родитель, перевозя ребенка? Обязательно использование детского удерживающего устройства максимально долго. Если ребенку исполнилось 7 лет, но он невысокий, он маленький, не надо торопиться пристегивать его штатным ремнем безопасности. Выезжая на автомобильные дороги, даже в пределах населенных пунктов, обязательное соблюдение правил дорожного движения. Вы должны понимать, что ребенок, сидящий за вами или рядом с вами, в случае удара получит травмы значительно больше, чем вы. Хочется сказать о таком нарушении, как управление авто в состоянии опьянения. К сожалению, такие ДТП случаются с завидной периодичностью, текущий год не стал исключением. Так, в Нижнепогосском районе 26 мая текущего года около 20 часов 30 минут при опрокидывании автомашины ВАЗ погибла 14-летняя девочка. Водитель находился в состоянии опьянения, права он получил за 3 месяца до данного происшествия. Также пострадали 3 пассажиров, которые также находились в автомашине, никто из них не был пристегнут ремнем безопасности. Также остается открытым, что делали несовершеннолетние девочки в возрасте 14-15 лет в автомашине со взрослыми мужчинами, которые находились в состоянии опьянения.
Этот пример я привела не случайно, потому что, к сожалению, именно такие ДТП с подростками случаются каждый год. Когда наши дети хотят чувствовать себя взрослыми, садятся в машину с пьяными друзьями, с нетрезвыми молодыми людьми, которые старше и имеют в доступе транспортное средство либо в собственности, и начинают путешествовать, начинают ездить и развлекаться. К сожалению, подобные, как мы их называем, пьяные ДТП, заканчиваются печально не для водителя, а именно для пассажиров. Как я уже говорила, с завидной периодичностью такие ДТП случаются. Спустя 5 месяцев, 23 октября, около 20 часов 20 минут, водитель 96-го года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Причем при освидетельствовании его результат был 2,5 мг на выдыхаемый воздух. Это достаточно сильное опьянение. Управляя автомашиной ВАЗ напротив дома 56 по Ухтинскому шоссе Эжинского района, осуществляя маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с автомашиной Рено. В результате ДТП пострадали сам водитель и пассажиры. 17-летняя девушка, сидящая на переднем сиденье, скончалась в больнице в той же ночью. Водитель был ранее привлечен к ответственности за управление в состоянии опьянения. Он был лишен водительского удостоверения. И можно сказать больше, что в 2020 году, в августе, он был осужден за повторное управление автомашиной в состоянии опьянения. Тем не менее, 3-й раз оказался для него фатальным. Его подруга, как установила проверка, сидящая рядом, получила смертельные травмы. Уважаемые родители, говорите о таких скрытых угрозах своим детям. Не допускайте подобных нарушений сами и обязательно предупреждайте о том, что пьяный водитель – это реальная угроза всем тем, кто сидит в автомобиле, тем, кто находится рядом с ним. Помимо нарушения правил дорожного движения, это может привести к уголовной ответственности. Все мы знаем, что в прошлом году был изменен Уголовный кодекс и статья 264. Теперь, если ДТП с участием пьяного водителя повлекло тяжкие последствия, в том числе смерть кого-то из участников дорожного движения, влечет наказание до 10 лет лишения свободы. 41 авария с начала года произошла с участием детей-пешеходов. Причем 25 детей пострадали на пешеходных переходах. Это большая половина. То есть наши дети готовы переходить дорогу и готовы переходить в установленных местах, но при этом аварий не становится меньше. Анализируя подобное ДТП, к основным факторам риска мы отнесли следующие ситуации. Это отвлечение внимания пешеходов при переходе проезжей части. Это сотовые телефоны, это разговоры по сотовым телефонам, это наушники, это разговоры с друзьями, это капюшоны. Все что угодно, что отвлекает наших детей и нас самих от перехода проезжей части. Можно очень часто наблюдать, когда мама, везя коляску, говорит по телефону, прижимает его к плечу и еще одевает большой капюшон. И коляска идет впереди нее. Подобное поведение небезопасно не только для самой матери, но и для ребенка. И такие ситуации нужно с детьми обсуждать. Они никогда не узнают о таких скрытых угрозах, если мы с вами о них не расскажем. А к второму фактору риска можно отнести переход дороги в местах, где его не ожидает встретить водитель. В данном случае зима играет нам на руку, потому что большие сугробы и большое количество снега, которое выпало в этом году, направляет пешеходные потоки к местам очищенные. То есть это пешеходные переходы, это перекрестки, и таким образом способствует, что все-таки наши дети через сугробы не перескакивают и на дорогу не бегут, где попало. Выход пешехода из-за предметов, ограничивающих обзор. Это сугробы, это припаркованные автомашины, это перейти перед автобусом или после автобуса. Так быстрее, я опаздываю, миллион причин. Но все эти причины, к сожалению, могут закончиться трагично. Переход по пешеходному переходу со стрелкой, либо на запрещающий сигнал светофора. А также, в том числе, к факторам риска можно отнести неиспользование световозвращающих элементов. В 2020 году 58 детей и подростков получили травмы различной степени тяжести в качестве пешеходов, и один ребенок из них погиб.
и только 17% из 58 детей имели на одежде световозвращающие элементы. В наше время, к сожалению, пока до конца не сформирована культура их применения. Большинство родителей почему-то не задумываются и не ставят в приоритет покупку даже одежды со вшитыми световозвращающими элементами. То есть, условно, даже здесь делать ничего не надо, отдельно покупать и пришивать. Производители одежды уже за нас подумали. Тем не менее, иногда многие пренебрегают этими важными требованиями, ну, по различным причинам. Иногда даже приходится слышать, что нам надо, я имею в виду сотрудников госавтоинспекции, сотрудников полиции, вы должны обеспечивать. Только мы, родители, можем подумать о своих детях. Только нам должно быть не все равно о том, увидит моего ребенка водитель в темное время суток или нет. Хочется привести пример. 30 сентября прошлого года в 19:05 водитель, молодой человек 2002 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen, двигаясь по улице Катаева, поселка Варгашор, совершил наезд на группу подростков. Их было 5, 2 из которых девушки из 16 и 15 лет скончались на месте ДТП. Вернее, одна на месте ДТП, вторая спустя несколько часов в больнице. 19 часов, октябрь месяц, идет дождь. Ни у одного из детей не было на одежде световозвращающих элементов. Приводя этот пример, не хочется говорить о вине этих детей. Хочется сказать, что, возможно, имея световозвращающие элементы, это бы был шанс у водителя увидеть их хотя бы за 5-3 секунды, изменить траекторию движения своего автомобиля, и такой трагедии не произошло. Только от вас зависит, будет ваш ребенок ярким на дороге. Ярким я имею в виду одежду яркого цвета. И даже, наверное, все, в том числе полиция, считает, что ребенок должен быть заметным, он должен быть ярким, он должен быть заметным для окружающих, он должен быть заметен, в том числе и в темноте. В текущем году также было зарегистрировано 24 ДТП с участием детей-водителей. Из них 2/3, то есть почти что 60%, произошли по вине несовершеннолетних. В данных дорожных авариях стоит отметить, что часть из них произошла по, если можно так сказать, молчаливому согласию родителей. ДТП случилось в городе Инта в июне месяце, когда мама покупает своему сыну, второкласснику, мопед и наблюдает из окна дома, как на мопеде он ездит по двору. Подобное катание закончилось наездом на кирпичную стену, пострадали 2, водитель и пассажир мопеда. Родители знают, что управлять мототехникой, если это мопед, можно 16 лет, и если это мотоцикл, только с 18. Но, к сожалению, купить ребенку дорогую игрушку, иногда пойти на поводу у него и поставить под угрозу его жизни. Хочется привести пример ДТП, которое случилось в прошлом году в городе Печоре. Если можно, пожалуйста, видео. 5 сентября 2020 года, 18:57, в городе Печора, на перекрестке улиц Советская и Ленина произошло ДТП. В повороте автомашины Mitsubishi произошло столкновение с мотоциклом. Мотоциклом управлял 14-летний подросток. Мама была в курсе, что он себе купил мотоцикл, его учинил. Ездил он кататься с другом. Мотошлема у водителя не было. Подросток скончался на месте ДТП. Пассажир получил тяжелые травмы. Покупая, еще раз повторюсь, такие взрослые, опасные игрушки, нужно понимать, что ребенок не готов не только к управлению мощным мопедом или мотоциклом, он не знает элементарных правил дорожного движения. Не зря законом установлен возраст, не зря законом установлены правила получения водительского удостоверения. Для того, чтобы ездить по населенному пункту, ребенок должен изучить правила, поездить с инструктором и понимать, по каким законам транспорта. К сожалению, дети этими знаниями не владеют и попадают в подобные ситуации.
Дорожно-транспортные происшествия, как я уже сегодня сказала, имеют свою сезонность. Лето – это чаще всего сезон веломототехники. Зима – это чаще сложные погодные условия, о которых говорила Лариса Владимировна. Это заносы, скользкая дорога, оттепели с гололедом, узкие зимние дороги, сугробы, которые мешают видимости как пешеходов, так и транспортных средств. Помимо сложных погодных условий, зима – это, конечно же, время зимних забав. Впереди новогодние каникулы, когда большинство детей именно ими и будут заниматься. Это съезды с горки, со снежных холмов и, к сожалению, на проезжую часть. Очень часто подобные горки оборудуются в дворовых территориях, где спуск ведет на проезжую часть дворовой территории. Это тоже опасно. Но хочется остановиться отдельно на таком популярном сейчас виде досуга, как катание на ватрушках, тюбинге, прицепившись паровозиком, как еще по-другому это называют, за бампер автомашины. Все эти опасные ситуации заканчиваются только одним. В лучшем случае больницей, в худшем, к сожалению, гибелью. Можно видео с первой минуты. На ватрушках, санях и снегокатах разбиваются и калечатся каждую зиму. Но желающих подвесить свою жизнь на буксировочный трос не становится меньше. Ватрушка сохраняет прямолинейную траекторию только до первого поворота. Но заносы и виражи – часть веселья, от которого многие не в силах отказаться даже на дорогах, где убить пассажира может встречная машина, дерево или столб. 29 декабря, 2 года назад, в 21 час водитель автомашины Рено, двигаясь по автодороге подъезд к поселку Северный, это Воркута, выполняя перевозку пассажиров вне салона автомобиля на надувных санях, ватрушка допустила его падение. Санки посредством троса были привязаны к автомашине. В результате ДТП пострадал пассажир, 17-летний молодой человек, и очень хотелось бы зачитать диагноз для того, чтобы понимать, какие травмы можно получить вследствие вот этих забав. Сочетанная травма головы, шеи, костей таза, конечностей, закрытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом позвоночника, отек и дислокация головного мозга, множественные переломы костей таза, разрыв мочевого пузыря, перелом правого бедра. Смерть наступила спустя 2 часа. Довести его до больницы его друг не успел. Использование подобных развлечений, как показывает практика, происходит с разрешения родителей, либо с неведения родителей. Но, опять же, как я говорила в самом начале, дети никогда не узнают об этих опасностях, если мы с вами о них не расскажем. Есть 2 выбора. Ребенок посмотрит интересное видео на YouTube, как это интересно, забавно и здорово. Либо он посмотрит видео с вами, где это, к сожалению, заканчивается большими травмами и гибелью. Именно от этого будет зависеть, какую установку он возьмет в голову. Пожалуйста, разговаривайте со своими детьми. Правила дорожного движения – это не необходимость для получения прав. Это правила жизни, которые позволяют нашим детям быть свободными. Свободными в перемещении, находиться там, где они хотят, быстро и безопасно. Потому что так или иначе, каждый ребенок, выходя из подъезда, становится участником большого дорожного движения населенного пункта любого либо города. Говорите со своими детьми, напоминайте о таких простых и важных правилах. И, конечно, будьте примером для своих детей. Доклад окончила. Мария Николаевна, спасибо вам большое за такой подробнейший, глубокий такой анализ. И стат-данные достаточно такие яркие вы привели в своем выступлении. Уважаемые родители, ведь вот Мария Николаевна правильно сказала, беседа о безопасности на дорогах не займет много времени. И прежде всего попросим еще раз вас, чтобы вы были для них примером для подражания. Если вот это будет соблюдаться, то я думаю, что намного меньше у нас будет смертей детей на дорогах. И
несчастных случаях уменьшится именно травмирование детей в том числе. Но все равно, в любом случае, безопасность детей – это обязанность, прежде всего, родителей. И она требует от вас такой ответственности, которой нельзя пренебрегать. И мы переходим к следующей теме – ответственное родительство, безопасные каникулы. Ирина Алексеевна, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые родители. Многие родители заблуждаются, считая, что центром воспитания является школа. Это не так. Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка влияют семья 50%, средства массовой информации 30%, школа 10% и улица 10%. К сожалению, есть немало родителей, которые уклоняются от своих прямых обязанностей по воспитанию детей. Странно слышать, когда жалуются: ах, мой сын плохо учится, мало читает, плохо учится. Какой же толк может быть, если ребенок буквально онемел в пустом обезвученном доме? Если у родителей вечно нет времени пообщаться с ребенком, поговорить с ним, впору, когда ему еще хочется, чтобы поговорили и расспросили. А эта пора очень быстро проходит. Есть такие семьи, где даже гордятся тем, что 6-7-летний малыш остался один дома, посмотрел телевизор, поиграл в компьютерные игры и лег спать. Удобный ребенок. Только как оно откликнется, это удобство, когда обрушится на ребенка бури подросткового переходного периода. И он откажет родителям в праве интересоваться тем, где он был, с кем гулял и что делал. К сожалению, некоторые взрослые бывают легкомысленными. Если не сказать больше, они иногда недооценивают поступки ребят. И даже вольно или невольно порой поощряют их, зачастую обвиняют других. У меня в практике, в моей практике была такая женщина, которая, когда я ей сказала, что ее 9-летняя дочь находится в состоянии алкогольного опьянения, мама сказала: а что здесь такого? Приняла для аппетита, мы их частенько, говорит, дома даже даем для аппетита. То есть, соответственно, и маму мы тоже наказали за то, что она вовлекала несовершеннолетнюю в употребление пива. То есть вы сами подумайте, что такое 9 лет и употребляет уже пиво. За каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Народная мудрость гласит: не было бы нарушения, не надо было бы нести ответственность. Что такое ответственность? Ответственность – это необходимость, обязанность гражданина отвечать за свои действия, поступки, быть ответственными за них. На родителей возложена огромная ответственность за воспитание личности. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Ответственный родитель регулярно общается со своим ребенком, находится в курсе его интересов и предпочтений. Он готов делить с ним некоторые из его интересов, а также в разумных пределах влиять на них, в том числе эмоционально настраиваясь на детскую волну. Ответственный родитель не просто общается с ребенком, но и сопереживает ему. Он готов выслушать ребенка, говорить на важные для него темы, выступая в роли советчика или помощника. Какая же ответственность родителей предусмотрена федеральным законодательством? Это уголовно-правовая ответственность. Статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Административная правовая ответственность предусмотрена статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Под неисполнением родителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей понимается систематичность противоправных действий, осуществляемых в течение продолжительного времени.
Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения детям, отсутствие контроля за их поведением может служить основанием совершения антиобщественного поступка. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что родители просто самоустранились от воспитания детей. Они не знают, с кем общается их ребенок. Опять же, вот пример. Недавно обратилась женщина в 23 часа о том, что дома отсутствует ее несовершеннолетняя дочь. Когда инспектор начал общаться с женщиной, так женщина даже не могла сказать, с кем общается ее несовершеннолетний ребенок. То есть, получается, у нас от инспектора ПДН родители больше узнают, чем сама родительница знает о своем ребенке. Получается таким образом? Получается так, что порой даже если ребенок у нас состоит на учете, мы действительно, наши инспектора намного больше знают, нежели их родители. Хочется вот вам сказать, чтобы вы были более бдительны, внимательны к своему ребенку. При возможности смотреть, чем он увлекается в социальных сетях, в интернете, на каких сайтах сидит. В настоящее время увеличилось у нас количество суицидальных проявлений в подростковой среде. Основными причинами суицидальных проявлений в подростковой среде являются слабая успеваемость в школе, ссоры с родителями или близкими родственниками, ссоры с друзьями, одноклассниками. И вот здесь как раз вот одна из причин – отсутствие надлежащего внимания со стороны взрослых. То есть ребенок таким образом к себе проявляет какое-то внимание, вот, совершая суицидальные попытки. Родителям стоит обратить внимание на наличие новых вещей у детей. Такое тоже очень часто бывает, что наши несовершеннолетние зарабатывают деньги. Но, как правило, зарабатывание этих денег идет не совсем законным путем. Участились случаи хищения товаров из магазина. Вот по каждому факту, когда мы проводим проверки, мы также проводим проверку о привлечении к ответственности законных представителей по статье 5.35. В преддверии Нового года хочется также обратить, уважаемые родители, ваше внимание на 148-й республиканский закон. То есть его на период праздника никто не отменял. То есть нахождение несовершеннолетних в общественных местах с 22 до 6 утра запрещено. Если мы гуляем, то гуляем только в сопровождении законных представителей. Никаких вышел с собачкой погулять, срочно нужно в магазин. Это не приветствуется. Несовершеннолетнего доставят по месту жительства, передадут законному представителю, но и рассмотрят вопрос о привлечении вас, уважаемые родители, к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских ваших обязанностей. В то время как вы отпускаете ребенка на улицу, ребенок поддается... может стать жертвой преступления. Также хочется в преддверии, опять же, Нового года, праздничных мероприятий, хочется вам сказать, когда вы садитесь за стол, пожалуйста, не наливать шампанское вашим детям. Так как выявлены были случаи, когда родители на Новый год наливали за праздничным столом своим детям спиртные напитки. Дети об этом говорят своим друзьям. Информация доходит до нас. Но отсюда следует привлечение родителей, опять же, к административной ответственности за вовлечение в распитие спиртных напитков. Повторный факт у нас уже несет уголовную ответственность. Ну, я, наверное, желаю вам всем быть законопослушными гражданами, побольше уделять внимание вашим детям, общаться с ними, ну и встречаться вот с вами не в дежурных частях территориальных органов, а вот только на таких собраниях. Ирина Алексеевна, спасибо вам большое. Нам в завершении нашего родительского собрания должна была подключиться Кимпицкая Любовь Васильевна, ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, и поделиться советами. Но, к сожалению, у нас не получилось подключение. Я попрошу показать третий слайд, который мы подготовили. В принципе, все советы Ирина Алексеевна до вас довела. Но еще раз хочу напомнить, чтобы ваши дети соблюдали следующие правила.
Уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ними можно связаться в случае необходимости. Чтобы избегали случайных знакомств, приглашений незнакомой компании. Сообщали по телефону, когда они возвращаются домой. Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает. Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте под контролем общения ребенка в интернете. Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения. Ну и, конечно же, не запугивайте ребенка наказанием. Уважаемые родители, помните, что формирование сознательного поведения – это, конечно же, процесс очень длительный. Многое зависит от вас. Обучение, старания поможет им избежать многих опасных детских неприятностей. Я думаю, то, что сегодня вы услышали, ничего для вас не ново. Да, даже если ново, то мы только рады, да, что довели такую информацию до вас. Наверняка вы много чего освежили в своей памяти, иногда глаз замыливается, и действительно послушать экспертов необходимо и для себя сделать выбор того или иного мероприятия для проведения со своим ребенком. Уважаемые родители, помните, сохранение жизни и здоровья детей – это главная обязанность нас, взрослых. Пожалуйста, сделайте все так, чтобы зимние каникулы для ваших детей прошли благополучно, а отдых не был омрачен печальными событиями. Берегите своих детей, помните, жизнь и здоровье ваших детей в ваших руках. Всех с наступающим 2022 годом, здоровья вам и счастья. Пускай ваши дома будут наполнены радостью, уютом, пониманием, а детям веселых, интересных каникул без происшествий. Спасибо большое, что вы нашли время в преддверии новогодних праздников подключиться к нам. Я надеюсь, что наша встреча была очень полезна для вас. Спасибо еще раз. До свидания.